Впервые фестиваль спорта «Ирандык-Батыры» прошел в нашем городе в 2011 году, параллельно межрегиональному конкурсу исполнителей башкирской песни «Ирандык-Мандары». В спортивных состязаниях этого года приняли участие 59 человек, 29 юношей и 30 мужчин из 9 районов и городов Зауралья. Открытие спортивного фестиваля стартовало с зажигательного номера образцового хореографического ансамбля «Оскон» Сибайской школы искусств. Приглашенные гости пожелали успеха всем участникам соревнований и упомянули качества, которыми должны обладать настоящие батыры. Участникам спортивного фестиваля предстояло продемонстрировать силу в национальной борьбе куреш, проявить выносливость на этапе легкоатлетического кросса и показать меткость при стрельбе из пневматической винтовки. В программу первого дня входила стрельба и бег на дальнюю дистанцию. 1000 метров для участников младшей возрастной группы и 1,5 километра для старших. Я прибежал вторым. Дали бы еще немножко длиннее дистанции, я бы обогнал, наверное, первого. Настроение боевое. В общем, пришли занять место. Вообще, хотя бы призовое место занять. Это наша цель. Решение принял спонтанно, не готовился к соревнованиям, так как загружен учебой, и я выпускной класс. Хочу выиграть хотя бы в 2 этапах в стрельбе и в кроссе, так как весовую категорию куряж в борьбе не уверен, что пройду. Фаворитами испытаний второго фестивального дня стали борцы. Отметим, что борьба на поясах считается не только самым древним, но и самым честным видом контактных единоборств. Потому пробиться в финал удалось действительно лучшим из лучших. Организаторами республиканского спортивного фестиваля выступает Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан совместно с администрацией городского округа города Сибай. Всем отличившимся приготовлены памятные призы. Торжественное награждение участников, показавших лучшие результаты на различных этапах, состоится в 19 часов в спортивной школе, а имена главных победителей будут названы позднее в рамках гала-концерта на городской площади. Ринат Музафаров, Дамир Хайбулин, Радмир Асингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.